В эфире программа «События недели». Я журналист Белла Кварчия. Здравствуйте. Приветствуем вас в новом 2019 году. Пусть он окажется для всех нас добрым и радостным. Пусть наши близкие будут здоровы, а дети растут в мире и благополучии. Начнем с главного политического события недели – визита президента Абхазии Рауля Хаджиба в Боливарианскую республику Венесуэла. По приглашению венесуэльского лидера Николаса Мадуро глава Абхазии принял участие в инаугурации президента Венесуэлы, прошедшей в здании Верховного суда в Каракасе, при участии более 90 иностранных делегаций. По завершении торжественной церемонии присяги и вступления в должность президента Венесуэлы состоялся военный парад. В ходе визита лидеры двух стран провели двустороннюю встречу. Николас Мадуро поприветствовал Рауля Хаджиба и поблагодарил за визит и участие в церемонии инаугурации. Рауль Хаджиба отметил, что Республика Абхазия придает важное значение межгосударственным отношениям, сложившимся между Абхазией и Венесуэлой. Мы выражаем свое намерение по дальнейшей реализации договоренностей между нашими странами и наращиванию связей, подчеркнул президент. Мадуро подтвердил приверженность решению о признании независимости Республики Абхазия и выполнению межгосударственных договоров, подписанных между Абхазией и Венесуэлой. Кроме того, в Каракасе президент Абхазии встретился с главой Сальвадора Санчесом Сереном, который отметил сходство народов Абхазии и Сальвадора в борьбе за независимость. Это первая и ознакомительная встреча, отметил Серен, выразив надежду, что связи между двумя странами будут развиваться. Официальный визит президента Абхазии в Венесуэлу завершился в пятницу, 11 января. Первые дни Нового года оказались достаточно спокойными. Из-за праздничных выходных и зимних каникул в столице практически опустели улицы. И только у главной елки страны, да на новогодних представлениях в театрах было многолюдно. И дети, и взрослые с удовольствием проводили здесь свое время. Конечно, в новогодние праздники все ходили в гости, встречались с друзьями и близкими. Режим отдыха не коснулся определенных ведомств. Как всегда, много работы было у представителей правоохранительных структур, медиков, энергетиков, у спасательного ведомства страны. За праздничные дни, к примеру, сотрудники МЧС десятки раз выезжали на вызовы, в основном на пожары и мероприятия по вызволению автомобилистов из снежных заторов. Ситуация с пожарами в начале года в республике оказалась крайне сложной. Только в новогоднюю ночь пожарные 8 раз выезжали на вызовы по случаям возгорания. А 9 января, как сообщили в МЧС Абхазии, произошел пожар в доме по улице 16 марта в Гагре. Деревянный дом выгорел полностью. Не обошлось без жертв. В огне погибла пожилая женщина. Также на днях сотрудники МЧС Абхазии провели спасательную операцию в верховьях реки Гумиста. Автомобиль УАЗ с местными охотниками был заблокирован сильным течением реки в районе Двуречья. Машину удалось вытянуть при помощи спецтранспорта МЧС. Пострадавших, к счастью, не оказалось. Противотанковая мина ТМ-62 времен Отечественной войны народа Абхазии была найдена недалеко от автомобильного моста через реку Бзыбь ночью 6 января. Мина была случайно найдена жителям близлежащего дома. Уже утром снаряд был взорван в безопасном месте. Звонят в среднем в месяц где-то 10-12. В зимнее время меньше. Летом, как люди начинают расчищать свои участки, там новые какие-то поля обрабатывают, и, конечно, соответственно, больше получается звонков. Это все с нашей войны, хоть и 25 лет прошло, немало еще остается там, где проходили боевые действия. Чаще всего это вот территория Ширы, верховья реки Гумиста, да, и Ачамчирский район в основном, конечно же, побольше. Совершенно разные абсолютно предметы, начиная от противопехотных мин, противотанковые мины, реже встречаются, но тем не менее. Боеприпасы, не разорвавшиеся снаряды и так далее, патроны, они менее какую-то опасность представляют. В случае находки звонить в МЧС, допустим, можно звонить, в Минобороны, Хелотрас занимается разминированием на территории Абхазии. Звонить, и дальше мы знаем, что делать. В напряженном режиме работали энергетики. 5 января в результате аварии на подстанции Бзыбь без электроэнергии осталась значительная часть Гагарского района. В результате аварии было выведено из строя оборудование на подстанции. Следствием этого стало снижение ее мощности, что нарушило энергоснабжение данных районов. На ликвидацию аварии были брошены все силы РУП «Черноморэнерго». Работы продолжались трое суток. 8 января электроснабжение Гагарского и части Гудаутского районов было восстановлено полностью.
В новогодние праздники сотрудники милиции несли службу по охране общественного порядка в усиленном режиме. В ночь на Новый год дежурили более 120 человек. 33 единицы техники были готовы выехать по первому вызову. Еще 12 единиц находились в резерве. На дорогах республики выявлено 580 нарушений правил дорожного движения. При этом 61 водитель оказался за рулем в нетрезвом состоянии. Паспортные службы МВД Абхазии за выходные дни выдали более 200 бланков паспортов гражданам республики. Распечатано еще 715 документов. Большую активность проявили жители столицы. 100 паспортов выдано паспортным отделением по городу Сухум и отделением в Новом районе. 48 граждан получили паспорта в Гудауте и 18 в Очамчире. Согласно приказу министра внутренних дел Гарри Аржба, паспортным подразделением ведомства был определен дополнительный график работы с 3 по 5 января 2019 года. На первый рабочий день в 2019 году к выдаче были готовы 7330 бланков. Все праздничные дни активно работал один из главных туристических объектов страны – Рицинский реликтовый национальный парк. О том, насколько удался зимний сезон на Рице и о главных проблемах, с которыми сталкиваются сотрудники парка в своей работе, мы обсудим с нашим гостем студии, директором Рицинского реликтового национального парка Ритой Лулуа. Здравствуйте, Рита Владимировна. Здравствуйте, Бела. Поздравляю вас с наступившим Новым годом. И сразу же первый вопрос. Как проходит у вас зимний сезон сейчас на Рице? Насколько он востребован? И много ли людей приезжает туда? Ну вот с 1 по 10 января этого года у нас побывало 5500 туристов. Туристов из России в основном. Я работаю с конца ноября 2014 года. И вот я заметила такую тенденцию, что вот начиная с 2015 года, что вот в зимний период, особенно на новогодние праздники, большой наплыв туристов. Конечно, мы понимали, знали, что будут у нас проблемы, будут какие-то сложные погодные условия, поэтому мы обычно, как и положено, к зимнему сезону подготовились. Вот мы высыпали порядка 40 кубов песка по обочинам. Правда, нам этого в этом году тоже не хватило, пришлось еще несколько машин с песком подкупать. Мы в свое время приобрели такие небольшие трактора с такой большой маневренностью, потому что у нас дорога не широкая, и, знаете, такие крутые повороты, там подъемы, спуски. Вот эти два трактора, они постоянно экипированы, заправленный дистопливом, один стоит наверху на Рицинской площадке, один стоит на Кушба-Яштусской лесничестве, это где-то 20-й километр. И вот они, как только начинает идти снег, они вот бесперерывно чистят, идут друг на друга навстречу. Правда, посередине они оставляют такой гребешок, чтобы люди как бы не наезжали друг на друга. И потом мы посыпаем песком. Скажите, вообще, когда вот эти работы начались, когда там выпал снег, и когда стала востребована вот эта работа? У нас Институт экологии, Роман Саидович Бар, они установили автоматическую метеослужбу у нас на Рице. И монитор непосредственно стоит у инспекторов. Вот. И мы следим за погодой, вот, что вот будет снег. Потом у нас тесные связи с Красной Поляной. Они нам тоже, вот идет циклон и все. Мы знали, что зима будет очень сложной, и мы знали, что вот идет циклон. И наша абхазская метеослужба нас предупредила. Мы практически даже 2 дня дорогу, въезд в Рицинский парк закрыли наглухо. 5 и 6, вот, если я не ошибаюсь. Вот, а в остальные дни мы, знаете, смотрели, конечно, ограничиваем движение. Автобусы у нас категорически, мы их не пропускаем. А остальные вот должны быть машины полноприводным движением, у которых зимние шины. Но, к большому, знаете, сожалению, вот если российский турист подчиняется, или мы говорим, ребята, вот снег начинается с 30-го километра, с Юбшарского каньона. Хотите проехать, посмотреть Голубое озеро, сад камней, слияние 2 рек, Геги и Бзыби, там, Юбшарский, пожалуйста. Но выше вы не поедете. Они этому подчиняются. Но вы же знаете, у нас большой интерес местного населения, тоже к Рице. И вот практически их столько же, если не больше, поднимаются на Рицу. Поднимаются это отрадно, семьями, фамилиями, группами, классами, и вот, учреждениями. Мы все это понимаем, мы устанавливаем на Рице елочку, ее украшаем, и люди там вокруг этой ели празднуют, радуются. У нас в этот период все предприниматели выходят на работу, и люди могут
пойти где-то чайку попить, где-то шашлыков поесть. То есть они приезжают на целый день. У нас есть места, где пикниковые места, где вот несколько навесов, где люди сидят семьями, там опять-таки группами сидят, празднуют, жарят шашлыки, приезжают с грудными детьми. Очень приятно, когда мы, знаете, людям делаем какой-то такой праздник. Человек как батарейка, нужна подзарядка. Если мы смогли и туристам, и нашим вот эту такую добрую подзарядку сделать, я считаю, что у нас сезон удался. Как много туристов приезжает именно из России? Это вообще однодневные, наверное, вот эти вот группы, да, которые приезжают специально посмотреть, допустим, Рицу или что-то еще и уехать. И надолго ли они остаются вот на этой Рице? Вот они, знаете, вот мы с утра где-то начинаем с 5, как чуть-чуть начинаем снег чистить, где-то в 9 часов они поднимаются, они могут до позднего вечера находиться там. И сидеть там, опять-таки, у нас в кафе, там тепло, там камины сидят. Некоторые, конечно, может быть, на пару часов поднимаются, некоторые на целый день, смотря у кого, наверное, как они располагаются временем. Но, конечно, туристы из России приезжают так, ну, как минимум на полдня приезжают. Они там очень долго проводят время, везде, вот мы смотрим, они везде останавливаются, не только на смотровой площадке Рицы, они всюду останавливаются, фотографируются, всюду. Где-то как минимум полдня уходят у туристов. Вы затронули тему водителей, которые не всегда подчиняются вашим просьбам, там, требованиям о том, чтобы приезжали туда на соответствующих автомобилях, да? То есть оборудованы там зимней резиной. Насколько эта проблема серьезна, насколько вы сейчас с ней справились? В этом году было архисложно. Мы даже обратились в МВД. У нас 2 января был затор, практически полдня. Вы понимаете, вот когда мы понимаем, человек приехал в семью, такой длинный путь проделали, и вот взять таким, знаете, испортить настроение, мы говорили, ребята, вот снежок лежит, небольшой снежок лежит на цветном роднике, пожалуйста, ну не поднимайтесь, не поднимется. Но некоторые рискуют, и вот на таких, знаете, неподготовленных машинах все-таки они поднимались. А потом создавали заторы, и потом наш трактор бросал работу, их вытаскивал. И у нас, честно говоря, 2 числа был большой затор. Мы обратились в МВД. И мы очень благодарны вот МВД, работникам ГАИ. Они тут же все эти дни, они в 3 местах выставили группы. Это на Голубое озеро, это на Юбшарском каньоне, на Прощай Родина. И они вот, я сама дежурила несколько раз, вот у нас дежурство, руководство администрации парка, все эти у нас были график дежурств, я сама не ездила, и вот я видела, как они такие мокрые, потому что дождь со снегом мокрый стоят, регулируют. И вот после того, как они стали, совместно с нашими инспекторами уже разгрузилось, уже такого затора, как было 2 января, у нас не было. Они просто, знаете, наши люди, они привыкли, вот, когда видят человека в форме, они уже немножко по-другому относятся. А Но вот все-таки они подчиняются, да, теперь этому указу, который вышел вот со 2 числа, и Да, то есть они да, ездят да. уже на машинах, которые могут пройти по снегу. Да, да, вот они уже более-менее, они уже понимали и предупреждали, и выступали всюду, и на телевидении говорили, что это опасно. Это в первую очередь, они же семьей понимают, не дай бог, вот, понимаете, что-то могло случиться. Но слава богу, без эксцессов, как-то вот этот период мы как-то прошли удачно. Но сейчас, конечно, спад, сейчас где-то по 100 человек в день поднимается, а вот сейчас нам из Сочи тоже позвонили и сказали, что циклон идет, и мы, в принципе, с завтрашнего дня на 3 дня закрываем дорогу. То есть серьезный циклон, да? Да, потому что, понимаете, это не только снег. Да, мы снег можем почистить. Когда идет дождь с мокрым снегом, понимаете, они подмывают почву, и камни падают. У нас же дорога какая. Камни могут упасть, деревья падают, а деревья с такой высоты падают, они на метр асфальт пробивают. А что с машиной может быть? Нам наоборот хочется, чтобы люди были, это наши финансовые средства, но, знаете, рисковать ради денег жизнями людей мы не можем. Поэтому мы им говорим, ребята, циклон, мы вас не пропустим. И вот я думаю, что люди так потихонечку начнут принимать эти правила. Но после праздников новогодних, вот 15 числа уже, можно сказать, все праздники закончатся, зимние, да? Вы могли бы сказать, будет ли Рица также востребована вот после этого? Что говорит ваш опыт? Вот вы знаете, я вот анализирую внимательно. Вот у нас с ноября по март, ну, вот такие, знаете, периоды, вот с 2015 года посещают от 15 до 23 тысяч.
Сразу хочу сказать, вот у меня показатель 10, 11, 12, практически нулевые показатели. Вот начиная с 2015 года у нас вот январь, и февраль, и март, и ноябрь, и декабрь. У нас от 15 до 23 тысяч. То есть люди приезжают. Рица востребована, она осенью по-своему смотрится, потому что там разные цвета, желтые, красные, зеленые. Весной, когда природа пробуждается, она вообще тоже по-своему смотрится. Зимой это вообще, зимняя Рица, это просто сказка. И вот, честно говоря, недаром же вот это последний герой, по-моему, они у нас снимали на Рице. Вернее, на Уатхаре, на Геге, на Уатхаре. Вы посмотрите, вот я его несколько раз, этот фильм смотрю, какая красочная природа. И там такие знаменитые, как Елена Яковлева, там Дятлов, другие, они просто восхищались. Поэтому у нас нет практически месяца, чтобы не было посетителей. Ну вот и мы стараемся как-то, чтобы все-таки делать дорогу безопасной, чтобы вот посетители По у нас сравнению было. с прошлыми годами, как вы оцениваете нынешний зимний сезон? Вот если взять прошлый год, вот как вообще, если взять итоги прошлого года, вообще были такие пессимистические прогнозы, что кризис в России усугубляется, люди не выезжают. Мы, честно, немножко были так настроены, но более-менее вот у нас сезон прошлый удался. У нас по сравнению с 2017 годом на 15,5 тысяч было больше людей. Если в денежном выражении, вот мы доходы получили где-то на 4,5 миллиона больше, чем в 2017 году. Конечно, вот 2016 год у нас самым был триумфальным, когда 608 тысяч побывало у нас в Рицинском парке. И вот в этом году у нас 397 тысяч побывало, чуть больше 397 тысяч. Конечно, основная доля это приходится на летний сезон. Но опять-таки говорю, что вот у нас и в зимний период тоже вот 5,5 тысяч, это, извините, это порядка 1,5 миллиона для Абхазии, для Рицинского парка. Это тоже деньги, это тоже, как вам сказать, подмога. Поэтому, в общем-то, сезон удался не прошлый год, и зимний, и летний, несмотря на такие пессимистические прогнозы. Что бы вы могли сказать о том, какие вы вот ежедневные проблемы решаете? Что еще вот беспокоит администрацию для того, чтобы сделать как бы удобнее времяпровождение там на Рице? Ну вот мы с ноября, с декабря мы готовим вот к зимнему сезону при подготовке, мы сразу технику приводим в порядок. Потому что после такой чистки, понимаете, то ножи сточились, то где-то что-то лопнуло, что-то. У нас колоссальные деньги уходят, вот и дистопливо уходит на вот эти трактора, которые мы приобрели, которыми мы работаем. Мы зимой, вот в ноябре, в декабре мы готовимся к зимнему сезону. Далее вот у нас ежедневно, вот несмотря сейчас мы дорогу закрыли, но все равно трактора будут работать. Поймите, снег мокрый, тяжелый, он уляжется, и потом он будет как лед, и тяжело будет потом чистить. Поэтому мы все равно ежедневно, как вам сказать, чистим дорогу. Далее где-то вот, смотря вот какие погодные условия, вот мы обычно начинаем с марта месяца готовиться к сезону. У нас основная работа при подготовке вот к летнему – это подготовка дороги. И мы дорогу не только делаем от КПП до 40-го, до Рицы, там 6 километров, но с нулевого до КПП 14 километров, вот эту дорогу по селу Бзып, мы тоже, ямочный ремонт мы проводим. Вот недавно, буквально вот на 5-м километре из-за проливных дождей, там канава была забита, залита, и, в общем, по дороге метров, ну, наверное, 100, треснул асфальт, и 1,5 асфальта прям опустилась. Ну, кто будет делать? Естественно, нам пришлось эти канавы сточные чистить, эту дорогу поднимать, заливать, там, приводить в порядок. Поэтому вот мы ежегодно с нулевого километра, считайте 40 километров, вот ямочный ремонт, мы перечисляем деньги Гудаутскому асфальтному заводу, и вот они нам проводят ремонт. Очень хорошие ребята, хорошо работают. У нас где-то в среднем, вот в зависимости, какая погода была, если более-менее сухая, меньше, но вот после этой зимы я представляю, как я работаю, но у нас от 5 до 8 миллионов у нас уходит только на ремонт дороги. Потом у нас очень много деревьев от снега, они падают, и приходится это все чистить, по обочинам чистить, эти ветки огромные убирать, а порой, вот как вам сказать, убирать сами деревья. Вот сейчас у нас
на Гекском направлении. У нас вот летом очень многие же поднимаются к Гекскому водопаду. У нас мало того, что нам, во-первых, циклон прошелся, практически дорога вся забитыми вот этими, прямо с корнями деревьев повырывали, но еще река Гега, она настолько была бурной, что она перекрыла дорогу. И вот сейчас мы ждем, что уровень спадет, и нам придется просто менять русло дороги. Это вот, то есть вот эти 7 Русло километров... реки? Русло реки, да, менять. Вот. Это, считайте, 7 километров дороги нам приходится там. И у нас очень большой, я думаю, в этом году будет объем работы. Это от смотровой площадки Рицин до Ауатхары. Там 17 километров. Сейчас тут наши инспектора говорят, там большой снег от 2 до 3 метров. Это там, значит, и перила все наши будут покорежены. Это там и все эти деревья, и камни. Мы и так каждый год проводим. Ну так, где-то 800, 600, 800 тысяч. Мы там подсыпкой занимаемся. Но в этом году, я думаю, будет больше, потому что снега больше было, проливных дождей было больше. Еще, как мы видим, как показывает прогноз погоды, на этом не остановится. Опять циклоны идут. То есть, что касается дороги, вот у нас огромная, колоссальная работа. И вот это, в первую очередь, конечно, по дороге. Потом мы стараемся все-таки, знаете, сделать как-то какие-то косметические ремонтные работы проводим на самой Рице. Предприниматели тоже, потому что вокруг после такого снега тоже там, знаете, что-то портится, что-то ломается. Предприниматели свой объект и вокруг объекта они также благоустраивают, они молодцы. У них какая-то такая появилась такая, знаете, тенденция к национальному такому образу, чтобы это было камни, чтобы это было дерево, чтобы это вот они привозят даже вокруг своей Апатхи, Аурден устанавливает, арбу ставят, или такие национальные какие-то атрибуты. Это так красиво, потому что туристы приезжают, они не хотят видеть, как в Европе, они хотят видеть нашу культуру. Мы тоже стараемся и по дороге, чтобы человек не ехал и там 40 километров скучал. И каждый участок, вот мы сад камней, из наших же камней привезли, поставили, как-то красиво обустроили. Мы стараемся как-то каждый клочок вот земли как-то привести в порядок. Вот на 36-м километре мы вот наш художник Пандари, он сделал скульптурку, там 2 ладони, и посредине как бы это защита животных. Мы установили на Рице, на самой Рице, вот такой в виде подковы, такую лавочку. И мы всем говорим, вот, если вы на Рице, который ближе к Богу, на этой лавочке посидите, в вашей семье будет все хорошо, вы будете счастливы, вы замуж выйдете. Так вот, там, вы знаете, толпа людей, они фотографируются, опять-таки, это все бесплатно. Вот мы просто хотим, чтобы вот людям было приятно. При подготовке к летнему сезону с предпринимателем, с санэпидемстанцией, с пожарной службой, с милицией, с СГБ проводим совещания. И вместе совместно устраиваем проверки. С первых дней, и вот есть у нас рынок на Голубом, нигде они просто так, больше только там на рынке. Вот они там продают свою продукцию, вот ближайшие села, это Бзып, Колдахвара. Также вот мы проводим совместно с санэпидемстанцией, соответственно, и санэпидемстанция республиканская приезжала, вот АБЭП, они несколько раз, это в год по нескольку раз они проходят, проверяют. Но насколько это нам удается устранить проблему, да, конечно, нашему народу решать, но мы сами заинтересованы, мы сами, чтобы мы хотели бы, чтобы к нам приезжали люди не только красотой любовались, но и, в общем-то, уехали, были довольны той пищей, которую они смогли поесть вот на территории Рицинского парка. В общем-то, я смотрю, и предприниматели тоже как-то стараются, подтягиваются, потому что они понимают сейчас, вы знаете, по дороге до КПП очень много торговых точек. И вот и люди будут смотреть. Если там им больше понравится, они больше наверх не поднимутся. Поэтому сейчас идет конкуренция. Каждый, конечно, старается, чтобы его пища была более такой вкусной, чтобы к нему больше приезжали. Ну, сами они тоже подтягиваются. И мы, конечно, совместными усилиями тоже с различными структурами вот, в общем, пытаемся держать на уровне. Ваши ближайшие планы, вот, ну вот буквально там неделя-две, что будете предпринимать там на своей работе? То есть это будет, конечно же, чистка снега, но что еще? Все зависит от того, какими мы, вот мы делаем план работы на каждый год, мы смотрим, какие у нас финансовые возможности. Потому что вот я сразу хочу вернуться немножко в 2018 год, вот мы заработали валовый доход у нас, нашего Рицинского парка, 141 миллион 250 тысяч, из которых 70 миллионов мы отдали государству.
То есть это практически 50%. Сразу хочу оговориться, раньше где-то это 25% составляло. Сейчас, потому что 100 рублей с билета ГУД, это составляет 50%. Более того, вот мы, понимаете, Ашана, фонд Асхара, мы каждый год фонд Асхара зачисляем 1 миллион. Ашана и вот другие вот различные спортивные мероприятия мы поддерживаем, культурные мероприятия, вот наши выезжают, мы поддерживаем. У нас где-то в год тоже уходит где-то 3,5 миллиона на все эти мероприятия. И теперь из тех, которые деньги мы остались, мы смотрим, вот это у нас на зарплату, это у нас на технику, мы уже примерно, это у нас на ремонт, это на то. И мы вот, исходя из наших возможностей, мы уже планируем эту работу. У нас очень востребовано в последнее время стало вот Ауатхара. И очень много местных жители поднимаются туда, чтобы отдохнуть, потому что там свежий воздух. И у нас было так, обижались люди, у нас всего 80 мест в сутки. Не хватало. Вот мы теперь приступили к ремонту 2-го коттеджа на 30 мест. Но я понимала, что по деньгам мы за год это не сделаем. Мы его растянули на 2-3 года. То есть в этом году у нас ушло 7 миллионов, вот в прошлом году у нас 7 миллионов ушло, в этом году тоже, наверное, такая, ну и дальше. То есть мы постепенно расписываем это все. Мы сейчас купили вот новую технику, которая помощнее, снегоходная машина, которая может поднять наших инспекторов, потому что все равно нужно инспектировать. Если раньше инспекторов Ауатхарского лесничества отправляли в отпуск без содержания, на вот эти, они только с мая по ноябрь работали, то мы в этом году оставили. Потому что, вы понимаете, все равно как-то поднимаются люди, которые пытаются охотники. Вот вроде бы смотришь, серьезные, солидные люди, ну вот мы поднимемся, посмотрим, они на Ауатхаре или где-то начинают там, как вам сказать, знаете, заниматься охотой и тому подобное. Поэтому инспектировать нам приходится вот сейчас круглый год. И в этом году мы их оставили, мы их всем необходимым, вот техникой, все их и машины, и все, что положено, и плюс еще сейчас вот должны привезти снегоходную машину, чтобы они могли вот по Ауатхаре инспектировать. Вот. И опять-таки мы приводим здание в порядок, и, конечно, у нас большие работы по благоустройству Ауатхары. Вот вдоль дороги такие были неприглядные балаганы стояли, и они прямо вдоль дороги. И знаете, мы попросили тех людей, хозяев, пожалуйста, давайте мы вдоль дороги уберем, мы вам поможем, и лесом, только куда-то туда, так, чтобы их не было видно. Они, честно говоря, некоторые согласились, некоторых вообще их не было видно, мы их вообще убрали, эти домики. Мы стараемся, чтобы, знаете, там особая такая природа на Ауатхаре. У нас там очень несколько таких, знаете, опытных участков, где мы следим, вот, которые огорожены, мы следим, как вообще природа себя ведет. Но у нас очень много людей, вот, знаете, туристов с рюкзачками, группами поднимаются посмотреть на альпийские луга, посмотреть на природу Ауатхары, попить этой водички. У нас, честно, немножко было так, это неухоженно на Ауатхаре. Мы, конечно, очень большие работы провели и вокруг источников. Потом мы сделали инвентаризацию. У нас где-то 57 вот таких домиков, как вам сказать, балаганов. Вот, это было до нас, и мы сделали инвентаризацию. Мы им разрешаем, допустим, если от снега там крыша или что-то подремонтировать. Но новые домики мы не разрешаем, потому что есть закон приняли, где сказано никакого нового строительства, за исключением там, реконструкция старого. Поэтому мы следим за исполнением этого закона, хотя к нам очень много обращаются. Но, понимаете, я не могу понять, вот человек построил этот балаган. Зимой от снега, от 2-метрового снега, он приходит в негодность. Каждый раз тратить на это, знаете, средства, ну зачем? Ну, получается что-то, кто-то обижается, кто-то, как вам сказать, ну вот у нас мы хотим просто привести Ауатхару в порядок. Ну вот, не знаю, сложно, конечно, большие сопротивления от людей мы как-то встречаем, но ничего, потихонечку, знаете, мы сами должны показать пример, как мы работаем, а потом люди, наверное, будут видеть и уже как-то чувствовать, что, в общем, да, порядок нужен. Рита Владимировна, спасибо вам за интервью. Я желаю удачи в вашей работе, на благо всем нам. Всего доброго, до свидания. Спасибо вам большое.
Новый год в нашей стране традиционно встречают дважды. Первое празднество проводится, как и в большей части мира, 31 декабря. А вот вторая встреча с Новым годом традиционная для абхазов – Ажирныха – День сотворения мира с 13 на 14 января. При этом именно Ажирныха считают основным праздником. В республике 14 января – праздничный нерабочий день. Это языческий праздник. В этот день по обычаю режут коз и петухов. Данный ритуал жители связывают с жертвоприношением. Главная особенность этого праздника, почитаемого как в западной, так и во многих семьях Восточной Абхазии, в том, что в этот день всех выходцев одного рода собирают у родовой кузни. Вечером 13 января во многих абхазских семьях, где сохранены родовые кузни и наковальни Ажира, совершается специальный ритуал. В этот вечер режут петухов на каждого члена семьи, козленка и открывают запечатанный глиняный кувшин с вином, закопанный у священного места, либо открывают новую бочку. Женщины готовят свечи на каждого члена семьи и пекут очавь и сладости. И в завершении приятная новость. На известную песню «Апсадгил» композитора Макса Фадеева, которую впервые исполнила народная артистка Абхазии и России Хибла Гирзмава, в день 25-летнего юбилея победы в Отечественной войне народа Абхазии снят клип. Предлагаем его вашему вниманию сразу после нашей программы. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.